Что-то есть. Вот. Ох ты! Ну что, вечерняя прогулка начинается, да? Да. Это уже ночная, не вечерняя. Чтобы лучше спалось. Да. Так. Малек мелкий, так что будем брать тюрьму. Но тут тюрьма-то тюрьмой, но тут тоже бывает рыба попадает. Крючки-то там тоже есть? Тюрьма. О, шуга пошла. Оба, Мелкий налимчик. мелкий налим. Живец. Живец. И запутано вот тут все. Да. Что-то было. Еще позарился. Так, ладно, разберемся. Что-то есть. Вот. Ох ты! Ха-ха! О! Вот это красавица! О, ну-ка! Нихуя, да. Откуда ты? Какая семга? Семга какая? Почти. Вот тебе красавица. Да, трешечка как минимум. Смотри, за губу из-за этого не перекусила. Да. Он еле-еле зацепилась. По-любому на налима. Вот на корыто. О, О, красотка. Ага. считай, вон какая красота. За губку Ну, зацепил. дай сфоткаться. На, сфоткайся. Я пошел. На, сфоткайся. Сфоткаться. Ох, блин. А что, ты не мог ее держать, что ли? Ну-ка, да. Попробуй, удержи. Вот, пожалуйста. Тихо-тихо, только от лунки подальше. Пожалуйста. Пожалуйста. От лунки подальше. Вот, пожалуйста. О. Че так? Все-таки рыбный бог нам за наши труды дал. Какой плавничок. Ни одного блесну, наверное, съела. А? Ух, какая. Ну, видишь, какой красивый плавник. О, Так. улыбаться. Ну, естественно. Зуба нету. Да, нормально. Ну, хоть настроение щука подняла. Молодчина. А то все пусто. Так, тут. Так, что-то походу есть. Что-то закрутил. Язычек. О, совсем уже еле-еле держался. Подъязок. Остальное все пусто. И окушок подох. Вот я не помню, щука на кого попала. Или на окуня, вот это, или на мелкого налима. Скорее всего, на налимчика, наверное, скорее всего, маленького. Там вроде налимчик был. А малька есть не хочет. Вот эта щука кусала, наверное, наших езей. Помните, покусанные ези были? Все-таки мы ее выловили. Тепло. Водопад упала. Палки все в земле. Никого. Натяжка, видишь? А вон этот живец.
Еще один там такой же жив. Вон еще один живец там такой же. Ого, ничего себе живет. Смотри. Вань! Ваня! Вон живет. О, вот еще один. Я говорю, еще один живец. На килограммчик. А шел так спокойно, не дергался. А он заглотил уже, наверное, устал. Щука с длиной корыта как раз. Налим бы еще денек и окочурился, наверное, даже желудка проглотил. Из-за этого и не дергался. Ну вот, хоть что-то начало радовать. Так, что-то дергает. Язёк. Вот язь пожаловал. Дождался, молодец. Значит, еще язи не кончились. Да, такими темпами 8 язей-то не поймаем, наверное. Нет, конечно. Как ты загадал на этот ряд. Если 4 по 20. Они были да ушли, наверное, видишь, как замотали все. По 2-3 раза, видишь, и крючки пустые. Здесь ты точно был, но ушел. Вон, все крючки пустые. Кто-то дергает. Похоже на язя. Вот он, красавец. Вот он, наконец-то. На какой крючок. Вот так вот. Энцкадан. Ну вот. Еще налимчик. Закрутил. Такой грамм на 600-700. Так, ну тебя нафиг. Надо оглушить. Потихоньку улов растет. Потихоньку, но растет. Нихуя. Почему есть? Он есть, выпался налим. Хорошенький есть он. Что-то напутал. Дергает что-то. Язык, ох, хороший. Вот. Как Нельман. Красота. Вообще сегодня язык крупные, да? Вон. И на плохой крючок еще попался, блин. На слабенький.
Он без бороды, который Да. стертый, блин. Как еще он не сорвался, блин? Да, уже хороший есть. Дима. Он второй крупный, и там еще здоровяк за килограмм. Хороший. Янскадан. Язык. Он поднял докуда. О, всю губу уже порвал. Но дождался. Молодец. Дрит кудрита, как запутал. Закрутил за 3 дня. И вверх поднял. Надо, конечно, чаще проверять. Но как получилось, так получилось. Хорошо, хоть уснувших нет. И это радует. Ерунда, осталось 2 палки. И все. И в избу. Ох, язык. Язык, язык. Когда... О! Потихоньку, потихоньку, а ведерко-то набрали. 8 штук поймали, я тебя. Ну, в общем, ну, не знаю, может и будет. 1, 2, 3, 4, 5. Нет, наверное. Но зато крупные. Ну вот, друзья, и самый приятный момент, это, конечно же, подведение итогов. Иван Григорьевич с Игорем в избе готовят ужин, растапливают печь. Вон уже, вижу, полетели искры. Так, что же мы сегодня поймали? Не проверяли, сразу скажу, 3 дня много что посрывалось. Но, вот, первым делом порадовала, конечно, вот эта щука нас. Вот такая щуренция. 1, 20, 40, 60, где-то сантиметров 70 длиной. Можно взвесить, есть безмен. 1, 2, 3, 4, 5 налимов. Вот эти где-то по килограммчику будут. 1, 2, 3, 4. Но этот полторашка где-то. Ну и тот где-то около 2, наверное. И 9 язей. Вот этот кабан больше килограмма по-любому тоже. Вот эти килограммовики. Ну это обычные язи. Вот эти 2 поменьше. Ну что, нормальный улов. Не густо, но и не пусто. Я так считаю, что это ну просто отлично. На удочку бы мы точно столько не поймали. Если еще завтра столько и послезавтра, то каждому по столько, это вообще будет шикарно. Это вообще красоточка. Янцакадан. Ну а теперь пойдемте ужинать. Мы это сегодня заработали. Сырое масло давай. Масло надо поменьше, то есть хлеба Так, поменьше. что, сегодня у нас ужин поздний, да, получается? Совсем поздний. Совсем Хотели поздний. культурную программу на баяне, Да, концерты. Вымотались до такого, что ни до баянов, ни до концертов. не до кушания Даже ну, кушать не чай лезет. попить. Просто чай. Просто чай с бутербродиком, с яйцом, с маслом, с хлебушком. С колбасой. Кушать не хочется, просто. Нет, просто перекусить так. Не, кушать надо, чтобы сила была. Так, ну а как? Сил нет уже покушать. Почти пуд рыбы поймали. Была сила.
Когда мы 14 600 общий вес рыбы сегодняшний. С малявками. С малявками, с мелкими налимчиками, которых это китикет, кошачий корм. Ну, килограмм, грубо говоря, убрать вот это. Получается 13 килограмм рыбы точно. Это 9 язей, 5 налимов и 1 щука. Что, нормально? Не пусто же? Нет, конечно. Я считаю, нормальный улов. Некоторые и того не ловят. Некоторые вообще не ловят. Нормально, я считаю, нормально. Завтра будет лучше, надеюсь. Потому что все свеженькие. Завтра с утра буду переставлять сразу. Не буду даже рыбачить на удочку. А то стоит только одной поклевку увидеть и все, потом все, про все забывается. А вот то, что мы сегодня лунки закидали снегом, они не замерзнут. И воду выдавить с лунок, масса-то большая. Воды завтра будет там. Да. Это точно. Будем шлепать по воде. Так. На чем мы остановились? На 16 килограммах. 16. Значит, на 13,4. Так, подожди. На Ну, планах подожди. на завтра. Ну-ка, достань пузырек там вот в этой ведерочке. Где-то был пузыречек. Пузырек. Во. Так, сегодня мы будем Липтон, зеленый, холодный чай. Хватит. Вот вам. Я лучше. Горячий тоже. Я тоже. Сейчас найду только заварку. Что, с устатку никто даже стопочку нет? Я пас, честно. Молодцы. Так держать. Ушатал нас, конечно. Вот это молодцы, я да? понимаю. Я хочу, но у меня нету сил уже вообще. Нет, а смотри, это же лекарство, смотри. Вот Лекарство. с устатку вот я хряб, и завтра Да. буду бодрячком, а вы завтра будете... тут болит. Завтра будем. Моя бабушка умерла в 77 лет. Ну, До 75 она сама картошку одна сажала, одна окучивала, одна собирала. Она вообще одна жила. Последние 2 года только она как бы слабость немного почувствовала и начала помогать, звать на помощь. Там поокучивать там или картошку ставить, или мешки там. А до этого. И знаешь, сколько она за день могла собрать картошки? Сама копает, сама собирает, сама высыпает. Ну сколько еще ты... сама? Сколько ты думаешь, ведер? Ой, я даже. Ну, я не знаю даже сколько. Ну вот скажи, Я сколько привык, ты по что у меня себе? на огороде 6 ведер вырастает и все. Как я могу судить там Мы вот о супру- 80 ведрах Мы- каких-нибудь? Мы с супругой вот за день как-то собрали, я копал, Валя собирала, я тоже помогал, собирал, Ну. высыпал. Мы что-то чуть-чуть не Ведер дошли до 100, сотни. 98 ведер что ли. Ну вот, сотни, да. Ну, бабушка 80 ведер, одна убирала, наверное. Примерно. А я не знаю, сколько моя бабушка убирала. 80 или 90, ведь, блин, я сейчас тоже брать не буду. Но до сотни, да. Но 80 или 90, это адский труд. И вот она говорит, знаешь, что Она говорила? за 100 ей было, и она ходила. И знаешь, вот что, она вот таких нет, а вот она с работы придет, Стакан. уставшая, все это, стакан 200 граммовых хлоп. Я такой на нее смотрю, ничего себе, а что ты, говорит? Если я, говорит, этот стакан не выпью, завтра, говорит, разогнуться не могу. А так, говорит, завтра утром просыпаюсь, и все нормально, ничего не болит, все нормально. И дальше могу работать. Работа. Ну ладно, уболтал, все. Нет, я это не убаю, я просто говорю, как старые люди говорят. Они же не просто так, ведь они из-за там то, что выпить охота или что, это лекарство. Она не пьет дальше, она не стопками. Стакан хлоп и все. Правильно. Что, стакан? Ну. Есть стакан? Нет, стакана сейчас мы уже... Я говорю, мы до того уже ослабли, что если стакан сейчас Да. хлоп и сами хлоп, и больше не встанем. И уже. что, и завтра ничего болеть не будешь спать целый день. Нет. А я как-то, я От уже одного хлопка. как-то с армии, я уже после армии был, да, пришел помогать. И у нее подружка тоже, бабулька такая, тетя Манефа была. Никого же нет, царство небесное всем. Сели обедать. Достали, не помню, то ли водку, то ли коньяк. По стакан налили.
по коме. Ты на геню кишни нет. Налить нет. А я как бы себя уже взрослым чувствую после армии. Ни хрена себе думаю, бабушки, старушки по стакану, а я что, не смогу что ли? Я говорю, ну да. И вот они мне тоже стакан. Этот, 100-граммовый. Граненый. Ну, 100 грамм вот такие. Без этого, не 200 грамм, а 100 граммов. Они такие, хлоп, буль, несколько глотков. Они привыкли к глоткам, я как бы одним глотком. Я такой посмотрел на них, ну думаю, блин, не опозорю же, наверное. Я говорю, смогу же. Взял этот стакан тоже, буль, заглотил. Так. Они такие, ох, ну ты смотри, Мужчина. смог. Да. И пошли окучивать после, это на обеде было, стоп. Окучиваем, ох, Геню, как быстро окучивать ты начал, 100 грамм-то выпил, да только... А мне, знаешь, похвалу-то что, я только раз. Стараюсь не отстать, чтобы не засмеяли. Я думал, они плохо окучивают, потому что быстро. Нет, они очень хорошо окучивают, качественно и быстро. Они не разгибаются. А я тогда курил еще, я раз сделаю, покурю, потом догнать не могу. Потом уже бросил на эти сигареты, думаю, лишь бы не отстать от них. Все, до ужина проокучивали, ужином сели 2 стакана. Вот эти 100 граммов, 200 грамм получается. Я говорю, мне одного хватит. Короче, пол-литра распили, мне говорю, мне одного хватит. Я вот так домой пошел, уже еле-еле. А они утром, они спать легли, утром проснулись и опять за работу. Так что это... Раньше были люди, да. 77 лет умерла. Всю жизнь работала, пахала. С 9 лет, говорит, я работала. С 9 лет. Детьми на заготовки леса отправляли. Лучковкой пилили лес, говорит. Да. Потом отправили, когда ее на почту возить. Для меня казалось, говорит, все, это кайф блаженный, говорит. Но когда с лесу, говорит, убрали меня, попросили там, после брюшного тифа, потому что тяжело было. Брюшным тифом, говорит, переболели. Всех, говорит, выкосила болезнь эта. Конечно, Остались только сам естественный отбор был. Да. Я не буду. А? Я не буду. А я тебе не наливаю. Или без слов. Вот я тебе говорю, что Молодец, когда говорит. был этот брюшной тиф, Завтра не разогнешься. сегодня не могу разуметь. Ну вот, без лекарства ты завтра все болеть Завтра будешь. ждать. Сегодня не могем. Так, ну Все ладно. будет окей. Все будет окей, но давайте я вот сейчас закуску. Все. И потом она на почте все работала. Ну давайте за Как ты родителей. думаешь, Ровесница революции 17-го года была. моя бабка сколько разгибалась, если она на 114 году померла? 114-м? Да. Ей было 100 лет, она еще в огороде все эту кукурузу таскала, снопы, эти все пчелами занималась. Ну, южные люди все равно дольше живут, если так вот рассудить, И чем она северные. тоже, не разгибаясь, было свое хозяйство какое. Было же, были и лошади, и коровы, А и самогон 50 купила? овец. А я не помню даже это. Ну и там все пьют. Там все пьют. Почему? Когда было это, вот этот Чернобыль, так все только, все от радиации наливают. Пьющий ты, не пьющий. Давай, от радиации. Не волнует, да. Да, я приехал тоже в отпуск, мне тоже наливают. Я говорю, да что-то Я за мне не рулем. хочется. Давай, от радиации. Что, помогает? Да. Все от радиации. Ну, они, наверное, самовнушением лечились. Ну и все, Это чей хлеб? твой будет. А я его ломал. Переломал. Я просто отрезал оттуда кусочек. Так, у меня там есть поджарка с макаронами. Подогреть? У меня макароны Я есть, точно надо ничего не отварить. буду. Отварить макароны завтра. А вы как? Покушайте. Завтра. С утра яичницу. Там яйца тоже Валя положила. Яйца, я уже говорил, да, сегодня, наверное. Подорожали до 90 рублей яйца. Куда мир катится? Да. Ужас. Да, да были бы вот такие яйца, то ладно. А то вот такие вот яйца и 90 рублей. Чего же не 100-то, да? Да, я посмотрю, что ты нюхаешь, свежая колбаса.
Я только посмотрел, вот такие яйца, нафиг. Мои больше, да? Вот в красном и белые. Красные и белые на южном. Вот там крупные яйца. И 68 рублей. Да? Вот я посмотрел эти за 90. Что это, голубиные яйца, блин, и за 90 рублей? Те вчера по 5 были очень большие. Да. А эти, блин, мелкие, но по 10. По 3. Я поехал в красный, все, 68 рублей. Ты поехал, у тебя машина есть, а у кого-то ведь машины нету. А они это, диетические еще. Яйца. Там буквально 3 дня как привезли. Вообще, видишь, у нас зима длинная очень, так бы я курей держал, может быть. Я держал Летом. курей, индюков держал, свиней, все в куче. Кроликов не разводил? Были сперва кролики. Сперва кролики, а потом какой-то мор на них пошел. Анекдот ты знаешь, да? Да, Кроликов разводил, говорит. Ты же разговаривал, а? да. Ты знаешь, как разводил дед кролик? Едет такая иномарка, блин, раз на красный. А дед сзади на запорожце едет. Фу. Хардабак ему, в багажник, блин. Худар Багадак? Да-да, вылетает там блатной. Ты что, дед, ты что, окосел? Пистолет на него, да плати. Дед открывает это спереди же. Запорожец вот так морду скривил, он открывает багажник. Раз, открывает ящик, а там зеленые. Сколько вам, ребята? Только не трогайте меня. Ну да по-божески там заплатил, короче, закрывает ящик этот. А эти между собой, блядь, ну надо деда ограбить, наверное. Дед, ты чем занимаешься? Он говорит, кроликов развожу. А у тебя далеко эта ферма? Да нет, недалеко, поехали. И впереди подъезжает, раз кнопочку нажал, ворота. Заехал, и эти за ним заехали, он кнопочку раз, ворота закрылись. Он выходит и говорит, ребята, я кроликов привез. Пора их резать. Разводит кроликов. Я кроликов привез. Так что Да, поосторожнее с кроликами. с кроликами, да. Так, ну-ка. Это не А я только разводил ютубское кроликов. мясо. Не, на самом деле, в смысле, Не, натурально. Ну так я тоже разводил, но Только они я у меня говорю, мелкие были. Ну, есть не великаны, обычные кролики, как зайцы. Долго росли. Но их много, они плодились зато много. Растут долго, но я потом счет потерялся, они как дикие у меня, они везде нор понаделали. То в сарае найду кролика. у то меня еще- были вот такие шиншелла. Уши вот такие вот. Уже там 4 килограмма чистого мяса. Баран практически. Да, такие уши, у них даже не поднимаются уши, так они вот так носят. А потом какой-то мор пошел. Родятся, блин, и весь помет мертвый. Там, Они съедают? а? Мои съедали Нет. некоторые. Да, друг друга. Смотрю, те Но я потом их Начали- перевоспитал. Кто съест, я начал сам их есть. начали большие, это что-то смотрю, тоже сидит. А нафиг я за уши. По шее, нафиг. Потом говорю, Вале, нафиг это не стоит. За них бегать туда-сюда. Болезнь какая-то была. Да. Ну и все. Пандемия. Да. Пандемия, кролик. Вывели, потом она говорит, давай поросят возьмем. Давай. Одному, говорю, будет скучно, давай 2 возьмем. Взяли 2. Растет. Кабанчика зарезали, свиноматка обгулять надо. Повезли в абар к кому-то там. Обгуляли. Привезли. Ну, родила там 8 штук, опять оставили. И все, и потом так 8 штук держал. Не продавал мелких никому. Не, продавал там несколько штук, продали. Одного отдали, наверное, самцу, да? Да, нет, он зато не взял поросенка, а, короче, мешок Какой? крупы. А, крупы. Ни хрена себе.
Ну, тогда все, блин, было как-то Блин, дешево. самец же удовольствие получил, да? Ну Он да. должен платить, а еще Вот так и я еще хотел на суд подать за изнасилование. Она не очень-то и хотела его. Она другого самца А ему хотела. же еще и мешок. А ему еще вдогонку Крупы. мешок крупы, блин. Шикарно, блин. Почему люди не так, а? Ну ладно. Ладно, жениться. Ой, Чайковского добавю, баюшки, Ну-ка. бою. А Игорь где? Завтра день ожидается, лишь бы погода нормальная Игорь, была. там что, чайник горячий? Морозы Ну-ка, вроде налей бы мне еще. пошли на спад, пошел снег, Давайте, надо добавить. ветер поменялся на южный. Если помните последнюю рыбалку, что помнишь, да, резко ветер поменялся на северный, да? Да-да. Был западный, а южный, западный, потом хоп и северный. Да, и И, сегодня и так. нагнали вот эти морозы, 25-ки-то, 3 дня морозило. Не, нормально. Считай, пока долбишь, согреваешься, пока проверяешь, остываешь. А так, у меня руки уже, вон, не знаю на что похожи. Ну зато эти малявки не скользают с рук. Рука шершавая, взял бы. Да, скажи, замерзают они уже, не чувствуют, не держат. Я вообще не понимаю, как можно рыбачить в перчатках, ну, насаживать. Не, ну правильно, ты что же там вообще. Если живец крупный, там может быть. Да, Но как малька-то я, как перчатка. ясь, чтобы взял бы. Это Вот мне все интересно, вот кому попадется щука, обязательно сделайте вскрытие и посмотрите в желудке, что за птица. Ой, что за птица. Что за рыба. Вот что за птица. Налим. Я помнится, там налим был мелкий. Ну и окуней тоже насаживал несколько штук. На окуня взяла или на... Не на малька, это 100% не на малька. щука. Ой, ладно, спасибо. Все было очень вкусно, немало. Ты все, баюшки, бою? I go to sleep. Как говорят коми. Ну давайте. I go to sleep. До свидания, до завтрашнего утра. Завтра утром проснемся и скажем доброе утро. Доброе утро. А точно. О, надеюсь, утро будет... Не, нормально. У меня устала спина, устали плечи. У меня устали даже пальцы на Нет, ногах. есть вот. Пальцы. Ты это от Мухтара своего, от Динго, что дергал, блин. Ой, блин. Ну нет, ну помер, да? Паночка померла. Паночка померла. Что уже померла? А что, уже померла палочка? Паночка померла. Динго померла у тебя. Померла, сегодня конкретно померла, походу. Встречаемся завтра. До свидания, Бурбой. Всем пока. Бурбовый Сегодня без концертов. Устали. артист. Артисты устали. Погорелого театра. Артист устал.